И в Сыктывкаре же сегодня официально стартовали первые молодежные арктические дельфийские игры. Прошла церемония открытия, прямую трансляцию которой показал телеканал «Юрган». Глава Коми Владимир Уйба дал оценку молодежному форуму. Игры объединили более 600 юных талантов из разных уголков нашей страны. Участники уже успели познакомиться с коми-культурой, попробовать местные блюда, а самые смелые даже выйти на лед. Впереди конкурсные дни. О подготовке к масштабному событию и первых впечатлениях участников о нашем северном регионе расскажет Любовь Лапина. На сцене Республиканской филармонии юный пианист Михаил Соболев. Несмотря на то, что мальчику всего 10, за плечами уже немало наград. Он и мини-маэстро, и юное дарование не раз выступал со взрослым симфоническим оркестром. Арктические дельфийские игры и еще один шаг на пути к заветной мечте. Мне очень нравилась музыка, особенно фортепианная. Я пошел в музыкальную школу на фортепиано учиться. Вот, и оказался на этом конкурсе сейчас. Можно послушать, как играют другие с разных уголков нашей страны. И можно узнать много новой музыки. Люди не ссорятся, люди не спорят. Люди друг другу поют. А это уже другая площадка. В концертном зале «Сыктывкар» самые сильные голоса со всей России. Участники активно репетируют и привыкают к сцене. Уже совсем скоро здесь начнутся конкурсные прослушивания. Такая творческая атмосфера сейчас царит сразу в нескольких точках столицы Коми. Арктические дельфийские игры проходят на 10 площадках. Вы представляете, какое счастливое время и мы вместе с ними проживаем? Сколько творческих людей, молодых людей мы увидим, со сколькими мы встретимся, сколько звездочек открывается. И дальше это будут ведущие мастера своего искусства на больших площадках нашей страны. Я так радуюсь за них. Конкурсная и фестивальная программа включают в себя соревнования по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты и художественные ремесла. Всего будет разыграно 28 комплектов медалей. Оценивать участников будут более 40 видных деятелей культуры и науки. Это заслуженные народные артисты, это доктора, профессора, тот пул дельфийских членов жюри, которые работают с дельфийскими играми уже на протяжении достаточно большого периода времени. Очень приятно, что помимо того, что они отбирают, действительно профессионально отбирают, кто победил, они могут дать и ценный совет, помочь в дальнейшем продвижении. Для участников игры прекрасный способ заявить о себе на федеральном уровне. Для Коми возможность познакомить страну со своими традициями и обычаями. В программе не только конкурсные состязания, но и самые разные культурные мероприятия. Нам сказали, что здесь можно увидеть северное сияние, и мы думаем как-нибудь его застать здесь. То есть мы никогда не были в Республике Коми, в Сыктывкаре. Очень хотим посмотреть, какие здесь люди. Нам говорили, что здесь очень общительные, добрые люди. Хотелось бы пообщаться. И пока одни делегаты еще только в предвкушении, другие уже вовсю знакомятся с республикой. Экскурсии, мастер-классы и даже дегустация национальных блюд. Специально для участников дельфийских игр приготовили фирменный десерт «Заарни». Понравилось всем. Вспоминается лес Коми, то есть безе это как бы играет здесь как белые грибы. Как я поняла, мох представим в виде яеля, то есть это олени, что-то северное. И все-таки самым ответственным образом к знакомству с северным регионом подошли представители Чеченской республики. В Коми у них дебют. Первый в жизни выход на лед. В сопровождении первого заместителя министра культуры, туризма и архивного отдела региона Константина Баранова и под чутким руководством сыктывкарского строителя. Пока обходится без пируэтов, но пару шайб забить ворота все-таки получается. Потенциал у начинающих спортсменов определенно есть. Это был мой первый раз, я выходил на лед. Ощущения просто прекрасные. Знаете, понравилось. Обязательно еще выйду на лед. И при следующем возвращении в Сыктывкар я покажу им уровень, как надо кататься. Молодежные арктические дельфийские игры – это первый проект подобного формата. И то, что именно Коми удостоили права проведения мероприятий российского уровня, не случайно.
В регионе есть вся необходимая инфраструктура, а главное – опыт успешной реализации крупных проектов. Так, совсем недавно в Усинске прошел общероссийский форум. Кроме этого, республика постоянно принимает у себя волонтеров в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». Мы уже договорились с Владимиром, что после игр мы сделаем свой анализ, совместно отработаем те механизмы, которые еще не до конца были в этом проекте отработаны, потому что, вы понимаете, первые мы их все отработаем, и на это берем 4-6 месяцев, и после этого Международный дельфийский комитет начнет взаимодействовать со странами, но самое главное, что все взаимодействие будет осуществляться на примере Республики Коми. И это теперь будет вечно. Примечательно и то, что молодежные игры проводятся в преддверии 2023 года, который объявлен в Коми годом молодежи. Подрастающему поколению в регионе сейчас уделяют особое внимание. В республике в скором времени появится комитет по делам молодежи. Также Коми стала одним из 42 регионов-победителей всероссийского конкурса программ молодежной политики «Регион для молодых». По итогам конкурса республика получит из федерального бюджета 135 миллионов на развитие молодежной политики в будущем году. Мы, по крайней мере, уже с половиной практически года, мы все время, я и правительство, говорим о том, что надо привлекать инвестиции, рабочие места. Но мы же понимаем прекрасно, что инвестиции без людей мертвы. И вкладывать только в промышленность – это неправильно совершенно. Мы же говорим о комплексном развитии республики, да? А без культуры, без искусства, это точно совершенно не республика. Состязания между лучшими творцами страны продлятся несколько дней. Погрузиться в атмосферу первых молодежных арктических дельфийских игр и разделить праздник с участниками сможет каждый. Церемония закрытия уже в это воскресенье. Юрган будет вести прямую трансляцию.